Члены Сосногорской городской организации инвалидов подвели итоги деятельности за последние 5 лет. В начале 7-й отчетно-выборной конференции за активную гражданскую позицию общественников поблагодарил глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Активная работа ведется по реабилитации и интеграции инвалидов в общественную жизнь, в том числе средствами культуры, спорта и туризма. Благодаря вашей активности у нас в Сосногорском районе формируется новое отношение к инвалидам, в основе которого лежит понимание того, что ваша организация, состоящая из людей с ограниченными возможностями здоровья, способна на активную жизнедеятельность, увлекая своим примером всех инвалидов, не давая им замыкаться в себе и чувствовать себя одинокими. Об итогах работы Сосногорской организации инвалидов отчиталась ее председатель Валентина Митракова. Она отметила, что в отчетном периоде по-прежнему одной из самых острых оставалась проблема доступности объектов социальной инфраструктуры. В 2019 году активисты Сосногорской городской организации провели мониторинги по доступности аптек города Сосногорска, составили акты осмотра и отправили в организации 7 писем для принятия решений. Принимали участие в составлении паспортов доступности организаций. Сохранилась в качестве приоритетного направления и работа с детьми-инвалидами, а также их родителями. Главная задача здесь – вовлечь юных горожан в культурную и общественную жизнь. Совместно с Ассоциацией родителей детей с инвалидностью, отделом культуры, соцзащитой ежегодно проводим мероприятия к Дню защиты детей «Лети лепесток». Там собираются дети с инвалидностью и без инвалидности. И там проводим различные развлекательные мероприятия, там мастер-классы для детей. Принимали активное участие в организации проведения районного фестиваля творчества людей с инвалидностью и достижений и выставки прикладного творчества, где участвовали, конечно, и дети с инвалидностью. Одним из главных вопросов конференции стали выборы председателя организации. Единогласным решением на эту должность была переизбрана действующий председатель Валентина Митракова. В завершении работы члены организации выбрали делегатов на республиканскую конференцию, которая состоится в июне этого года. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Первая прямая линия с начальником ОМВД России по городу Сосногорску Дмитрием Матвеевым состоялась в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. Дмитрий Матвеев был назначен на должность начальника в декабре прошлого года. Жители района задали ему вопросы, касающиеся правопорядка. Один из таких вопросов затронул тему работы вытрезвителей. К сожалению или к счастью, подобные учреждения были упразднены. Тем не менее, пьяных и выпивших людей полицейские доставляют в дежурную часть. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность самим людям, которые находятся в пьяном, беспомощном состоянии, предотвращение посягательств на их жизни, на их имущество, которое может быть находиться при них. В последующем выясняем причины, и если есть в их действиях какие-либо правонарушения, но там уже административное правонарушение, конечно, наказываем таких граждан. Задали жители вопросы и о работе народной дружины. Чем занимаются дружинники и для чего нужна дружина? В штате, значит, у нас есть народная дружина, так называемая, ДНДшники, да, которые ежесуточно выходят вместе с нашими сотрудниками и обеспечивают, так сказать, патрулирование улиц. В связи с тем, что сейчас в зимнее время были холода и в основном народная дружина небольшое время находилась на улице. Большую часть времени я их немножко берегу и предоставляю им автомашины сотрудникам ППС. И они вместе с сотрудниками ППС осуществляют охрану общественного порядка. Народная дружина пополняется каждый раз. Мы очень рады гражданам, которые отвечают взаимностью в охране общественного порядка, которые знают, что не только на полицию можно положиться, но и на самих себя и стать, так сказать, щитом, выйти активную гражданскую позицию проявить
И мы очень принимаем таких людей очень хорошо и с распростертыми объятиями. Позвонили на прямую линию и с Малой Перы. Депутат Алексей Прохоров рассказал о том, что с начала года волки в поселке задрали 4 собак. Дмитрий Матвеев пообещал, что в ближайшее время этот вопрос будет проработан как можно тщательнее. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе стартовала муниципальная акция «Вместе всей семьей». Юным сосногорцам, а также их родителям предлагается поучаствовать в разнообразных спортивных и развивающих мероприятиях. Одной из них, развлекательная программа «Зимние забавы», состоялась на минувшей неделе на площади городского дома детского творчества. Ребята со своими родителями принимают участие в различных конкурсах, мероприятиях, организованных нашими педагогами. И я считаю, что данная акция должна стать традиционной, то есть проводиться как можно чаще. Несмотря на непогоду, ребята вместе с родителями сыграли в зимний боулинг, поводили хороводы и даже пообщались с самой волшебницей зимой. Хороший праздник, детям нравится, все весело. Хорошо организовали. Стоит отметить, что зимние забавы – лишь одно из многих мероприятий, прошедших в рамках акции. Также сосногорские семьи приняли участие в спортивной эстафете «Мороз невелик, а стоять не велит», лыжной прогулке «Зимние пейзажи», акции «Добрая суббота» и других мероприятиях. Проведение акции «Вместе всей семьей» запланировано до 30 мая. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.